Что делает это на столе, эта маленькая плитка? А вот эту начинку с пюрешкой не будет вкусно? Случайно? Бабушки вот как-то вот так крутила. На меня настучала. Вот сейчас точно будут мне прям, вот Сергей Тиран. Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня на кухне, и я сегодня собралась сделать пирожки с начинкой. С начинкой, значит, из грибов. Грибы у меня здесь на столе вот приготовлено, филе куриное, лук. Это все у нас в начинку пойдет. Будем обжаривать эту начинку. А для теста у нас получается 750 грамм муки взяла, сметану. Сметану это тоже для начинки получается. Вот. Яйца, сахар, значит, большая столовая ложка одна, и чайная ложка соли, масло растительное 20 грамм, разрыхлитель столовая ложка. Вот. И будем сейчас делать тесто. Ну, друзья, я за кадром, я за рулем, так сказать, всей этой кухни. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. У нас пирожки. Замечательные, вкусные, очень прекрасные пирожки от Марии Олеговны. Будем обжаривать сегодня пирожки. Да. Быстрые грибы, белые грибы, тоже собранные руками Маши. Вот У так. меня эти грибы уже как бы полуготовые. Ну да, это грибы не шампиньоны, и их надо как бы предварительно отварить. Так, я забыл, что ты сюда положил? Яйца, соль, сахар. Уже успела положить, да, я пока Так, болтал. кефир Кефир 0,5 0,5. полностью. Давно пирожки не жарили, сейчас будем жарить. На улице настоящая осень, друзья. Грязь, слякоть. Осенняя погода. Кому нравится осень, сидеть дома, и чтоб домашние все были дома, это очень даже неплохо. Это для меня. Вы знаете, друзья, когда идет дождь на улице, и холодно, и грязюка такая, все мои домашние сидят дома, и мне так весело. Конечно. А то все разбегутся куда-то работать. Я сижу один дома. Так, продолжаем лепить вот это тесто, мешать тесто. И Маша добавляет уже разрыхлитель, да? Да. Разрыхлитель. Вот. И постепенно муку будет добавлять. И покажу уже чуть-чуть попозже, какого состава будет тесто. Ну как оно будет липнуть, не липнуть. Маша покажет. Надеюсь, давайте. Да. Делаем до готовности. Вот примерно такое. Всю муку вот эту 750 грамм, да, Маша? Израсходовали уже. И вот смотрите, какое тесто. Маша месит руками уже, получается. Вот. Довольно-таки не быстро месить. Вот. Довольно-таки долго месить. Так. Немножко растительного масла добавила. Ну вот. Примерно такое тесто. Закрываю пленкой.
И оставляем на 20 минут. Тем временем будем заниматься мы начинкой. Нарежем лук. Ну, я лук не очень много взяла, конечно. Можно и побольше. Там, друзья, у нас мясо порезанное уже, мясо курицы, филе. И измельчили грибы. Ну и лук тоже миленько такой режем. Пока у нас тесто отдыхает, или как правильно сказать, хозяйки говорят всегда, ну я слышу, пускай тесто отдохнет. Если я правильно все понял в этих делах, понимаю. Грибов в этом году много у нас. Прошлогодние еще есть в морозильнике. Грибы, которые свежие грибы. Просто немножко обварили 15 минут. Вот эти грибы еще у нас все еще в морозильнике есть. Вот, и Сергей мне замечание дал, что не ем, не готовлю с грибов ничего. Ты бы еще жалобу на меня накатала. Видите, что вот это ты мне поставила. Замечание, да. Замечание. Не говорю, готовлю без грибов ничего. Вот Вот и это сегодня решила сделать пирожки. Ты как этот тук-тук-тук на меня настучала. Ну ничего. Настучала Так что будем готовить сегодня нашим подписчикам. Ну, пирожки. вот сейчас точно будут мне прям, вот Сергей Тиран. Вот это сейчас точно будут опять говорить мне. Сергей Тиран, Сергей что-то такое, что такое. Да. Включили, друзья, нашу плитку маленькую. Все спрашивают, почему вы готовите на маленькой плитке? Почему? Что делает это на столе, эта маленькая плитка? Да потому что, друзья, мне так снимать удобнее. Всего и того-то. Когда Маша готовит, и я не снимаю, она там на большой кухонной плите готовит, конечно. Так, первым делом у нас начинку идет на зажарку лук. Плитка шумит, но вы, друзья, не обращайте на это внимания. Первым делом пойдет лук, потом пойдут грибы и мясо. Сюда сейчас добавляем грибы, белые грибы. Но думаю, любые грибы подойдут. И шампиньоны тоже, не у всех белые они есть. У нас белые. У нас- Я сказала, что белые грибы. У нас белые, да, у нас белые грибы. Так, обжариваем лук с грибами. Сейчас бы Аромат. сюда картошку добавить, а так покушать. Аромат-то какой. Вообще вкусно, да. У меня грибы готовые, полуготовые. Так что я долго их не буду обжаривать. Так что сразу добавляю уже сюда куриное филе. Грибы я взяла 150 грамм, филе куриное 200 грамм. И сейчас это все вместе вот потом будем обжаривать. На улице, друзья, солнышко вышло, да, через окно. Прям засвечивать начал. Ну, возле окна вон. И засвечивает. Приятно так. Осенью вышло солнышко. Ну вот эту начинку уже Маша будет обжаривать, солить и все такое. Я не знаю, из приправ что-нибудь сюда, перец там не нужен, да? Не ложат, да? Я только посолю. Потому что, ну, грибы, они самодостаточные в своих ароматах. Пускай грибной аромат будет сохраниться без всяких других приправ. Филе курицы тоже аромат грибов возьмет. Все будет замечательно. Начинка будет просто супер. Так.
Филе куриное у нас по цвету поменялось, побелело. И потом сюда добавляем сметану. У кого есть сливки, можно сливки. Но у меня сливки не было. Я положу сметану. Размешаю. Вот. И закрою крышкой. И будем тушить еще минут 15. А вот эту начинку с пюрешкой не будет вкусно? Случайно? Конечно, будет же вкусно. Просто вот эту начинку, друзья, грибы в сметанном соусе. Думаю, с картошкой, с пюрешкой это будет офигенно вкусно. Вот. Но мы жарим пюрешки сегодня. Минут 10 готовила крышкой, под крышкой, а потом убрала крышку, чтобы вся жидкость выпарилась. Вот. Ну и выключаем. У нас это все готово. Убираем и пусть у нас это остывает. Все. Наша начиночка готова. И как сказала Маша, пускай она остывает немножко. Маша, нам подписчики писали уже много раз, что не выключайте сразу плитку, пускай она жужжит, потому что она должна остыть, она сама выключится. А мы все время стараемся выключить, не знаю, вред это нет для нашей плитки, конечно. Сейчас будем тесто делить на части. Вот так примерно на равные части. Делаем потом шарики. Катаем такие шарики. Такая тарелка у меня. Кладу на тарелку. Всё. Деревянная тарелка. Деревянная. Откуда достала Маша, я сам не знаю. Откуда эту тарелку достала. Здоровая такая тарелка. На целый стол почти занимает. Сюда, я не знаю даже, что сюда кладут. Наверное, много плова, гору плова, наверное, можно сюда на эту. Или, я не знаю, торт или что сюда вообще ложат на такую тарелку, друзья. Вот если, Нарезку можно, все можно класть. если что, вот подскажите, просто дома такая тарелка оказалась, мы не применяли, сейчас вот Маша достала. Все есть, да. Ну все, что потом одно и то же. Ну Шарики, вот так да. делаем. Шарики это заготовки для пирожков уже пошли. Вот, в принципе, и готовы наши заготовки. Сколько получилось-то? Так, там 8, 12, 16. 16 предварительно пирожков. Смотрите, колобки такие. У нас между тем остывает начинка. И потом уже будем формировать сами пирожки и добавлять туда начинку. Вот так Мария Олеговна рулит Сегодня на за рулем. кухне. На кухне. Начали лепить пирожки. Форма у пирожков, конечно, будет такая интересненькая, треугольнички. Но мы в последнее время, Маша, вот мы уже показывали такие тоже треугольнички, и нам очень понравились они. Очень удобные, и начинки много влезает. И такая форма пирожков, ну, рекомендуем, короче говоря, попробовать вам тоже такую форму. Очень неплохо получается.
Кладем начинку. Не жалея. Притом. Ну и вот. Как делали, так же вот делаем треугольничек. В принципе, вы можете просто делать стандартный пирожок. Но согласитесь, друзья, всегда интересно что-нибудь сделать по-новому. Вот слепите такой треугольничек пирожок, а не просто длинненький. Хотя вкусом, думаю, не будет отличаться. Ничем. Такой. Ну и таким способом дальше кладем начинку. Так все и делаем. Я вот смотрю всегда и удивляюсь там хозяйкам. Вроде бы как все просто. Взял, накатал шариков, раскатал это все тесто. Видите, как Машенька быстро справилась. Раз-раз и готово. И залепила это тесто. Вот когда коснется дело до тебя, да, скажем, до меня, да, я буду там пытаться это что-то слепить, там еще что-то. А нет, оказывается, не так все просто. Это когда рука уже набита, быстро это получается. Ну, как бы все просто, раз, 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 раз. Ну а на самом деле немножко надо уже руку набить в этом деле. Вот такой аккуратненький треугольничек такой. Смотрите какой. Ну, это уже очень быстро делается потом. Всю эту лепку, конечно, снимать не буду. Вот еще сейчас поснимаю один пирожочек. Бабушки вот как-то вот так крутила. У них вот рука у бабушек наших набитая действительно. Маша скромничает, она тоже все умеет. Нет. Потому что мы не так часто этим занимаемся, готовим. Наши бабушки, они каждый день, моя бабушка каждый день что-то делала, пекла. Царство им и небесное, конечно. Вот. Но они действительно все умели. Нам до них еще учиться да учиться. Ну вот, таким макаром Мария Олеговна будет дальше лепить наши вкусные пирожки. Краткое включение еще, друзья, я уже до конца не хотел включиться, но включусь. Вот смотрите, в этих треугольничках это грибы, начинка. А вот в этих длинненьких пирожках, классический пирожок, там у нас рис с мясом и с луком тоже. Вот. Получается, мы нормально так начинку клали, да? Довольно так и много, чтобы в пирожках начинки много было. И начинки нашей не хватило. То, что было там. Вот. Ну, а сейчас сделаем с рисом. И была начинка в холодильнике для пирожков, рис и тоже, ну такой а-ля плов. Рис и тоже филешка куриная. Рис, мясо, морковь, лук. Да. Всё Ну, то же самое. Я же говорю, а-ля плов. И тоже пирожки, тесто у нас, ну, наполовину только вот грибов хватило. Вот. Это уже такая импровизация быстренькая. Ну и чтобы не путаться, где рис, а где грибы, сделали такие классические пирожки уже потом. Наши пирожки уже как бы все. Видите как? Приготовили. Остается пожарить.
Будем жарить. Не печь, не испекать в духовке, а будем жарить наши пирожки. Снова шумит наша плиточка. Ну да, ничего страшного. Разрумянилась с одной стороны. Потихоньку поворачиваем. И обжариваем с другой стороны. Ну, у нас готово, я вытаскиваю. Первая партия, друзья, это всего лишь. Остальное смотрите здесь. Это первая партия такая. О, малыш там проснулся. Малышка проснулся. Недовольный. Ну и, друзья, процесс не хитрый. Сковородка. Туда-сюда. Пожарили. И на другую тарелку, да, Мария Олеговна? Да. И уже потом включимся, уже когда все это у нас закончится. Вот эти красавцы все пройдут процедуру, как сказать, спа-процедуру обжаривания. Вот так. Ну, красиво смотрится пирожки. После уже будем пить чай. Конечно. С такими пирожками, да, чай не попить, это грех. Аромат, друзья, в доме стоит невероятно вкусный. Прям по всему дому. Вот и готовы наши красавцы, друзья. Вот такие пирожки с пылу с жару. Сейчас будем угощаться чаем. Сверху вот такие пирожки, которые, ну, типа классический пирожок такой, длинненький. Снизу треугольнички наши. Снизу у нас с грибами, сверху с рисом и с мясом. Отлично все. Ну что, пробуем? Пирожки готовы. Пробуем наши треугольнички. Начинки много, смотрите, как там прям сочная начинка даже. О, испеклось все, да? Угу. Зажарилось, вернее. Угу. Слушай. Вкусненько? Угу. Я то Начинка уже... вообще вкусная, потому что у нас там сметану положили. И такая сочность. Сметана на сочность дала. То есть куриное филе не сухое получается, да? Ведь? Просто белени. Действительно вкусно. Ну, конечно, грибы, курица. Не может быть невкусно, да? Ты знаешь, у меня тоже полный рот слюней стал. Да, я один раз тоже укушу. Немножко хотя бы. Ну-ка. Да. Я сейчас, друзья, наверное, чавкаю, но это так приятно, что я не могу не чавкать. Белые грибы. Да, Микас. Вкусис. очень вкусно. То что? Получилось. У меня очень вкусная. Так что советую тоже сделать. Чисто мягкая. Вот такие пирожки. Рецепт, ну, наверное, напишем, потому что наши зрители всегда просят, чтобы немножко рецепт написали. Сочная, да? Сочная начинка, очень вкусная. С рисом уже на камеру не будем пробовать, но там рис, как уже говорили, рис, мясо и лук.
обжаренные. Лук, морковь. А, морковь еще, да. Вот. Дай еще один раз укушу, пожалуйста. Не действительно это вкусно. Прям как на язык попадает. Прям действительно вкусно. И может кто-то подумает, что жареные пирожки они такие приторные от жира. Нет? Нисколечку. Нисколечку. Это не как беляши. Многие сейчас будут сравнивать, мы даже уверены, что будут сравнивать там беляши, чебуреки. Нет, нисколечко не похоже. Очень вкусно. Не жирное. Тесто вообще, ну, не чувствуется, что там что-то вот это. Когда пончик кушаешь, тайный жир прямо. Да. А тут Выходит. нормально все. Так что рекомендуем это тесто. Пирожки получаются отменные, вкусные. Начинка супер. Делайте так начинку с пирожками, можно и на сдобное тесто такую уже начинку поставить, тоже будет супер, отличный вариант. Так. Машенька продолжает пить чай. Я после съемки присоединюсь. Пирожков много, угостим родителей. И Катерина дома у нас в отпуске. Дальше, ну и сами будем угощаться этими. Ну, полная такая тарелка пирожков. Здоровых. Пирожки здоровые получились у Маши. Конечно же, Маше ставим 1000 нравишек, 1000 лайков. От меня 1000 поцелуев. Очень все вкусно, Маша. Спасибо тебе большое за такую вкусняшку. Вот. Ну и в заключение, друзья, тоже немножко отойду от темы нашего видео, наших пирожков. Я хочу сказать большое спасибо. Вы знаете, что сбор мы объявляли, где-то видео, наверное, 6 или 5. Уже мы в конце видео добавляли такой призыв к помощи. У нас сбор закончился. Друзья, собрали даже чуть-чуть больше положенного там. Сбор был 401 тысяча, а помогли нам где-то 403 получается. Вот так. И я говорю от себя, от нашей семьи большое-большое всем спасибо за эту помощь. Спасибо нашим землякам из Республики Коми, односельчанинам спасибо большое, жителям всей большой России тоже большое спасибо, жителям зарубежных стран, которые нам, несмотря на санкции, сумели помочь финансово. Большое всем спасибо. Спасибо моим друзьям, спасибо родственникам, спасибо одноклассникам моим. Большое-большое вам всем и огромное сердечное спасибо и низкий поклон, друзья. Всем большое спасибо. Еще хочу сказать большое спасибо моим волонтерам, которые распространяли эту информацию. Хочу сказать спасибо средствам массовой информации, газета «Звезда», газета БНК Коми, газета про город Сыктывкар и про город Ухта и другие группы Коми, Республики Коми ВКонтакте, которые мне в этом помогли. Большое-большое спасибо. Комиенке комиезли шува уджи-дуджит атте. Шо спасибо и кычуласны копуртя муадис. Пьянли став отсакшис. Это я сказал по Коми своим землякам, друзья. Вот так. Сумма собрана. Ждем коляску. Коляска уже в Москве. И в скором времени должна прийти в Сыктывкар. А там уже будут ролики на новой коляске. И все это, конечно, я засниму как отчет сбора. Еще раз говорю, всем большое спасибо и за финансовую помощь, и за информационную, и за просто доброе слово поддержки. Это для меня как раз таки было самым важным. Все. Я все сказал про этот сбор. Спасибо еще раз. Ну, а на этом, наверное, Маша, будем заканчивать наше видео. И говорю Всем пока, да. всем пока, всем до свидания, до новых рассветов, до новых вкусных рассветов с такими пирожками, чтобы ваши
вы готовите пирожки, а чтобы ваши дети, внуки с утра угощались такими вкусными, замечательными пирожками. Всем пока! Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.